друзья, уважаемые товарищи, любая партия прежде всего должна заботиться о молодом поколении. Гуманная сущность государства прежде всего проявляется в отношении к детям, женщинам и старикам. Мы подготовили давно программу поддержки молодежи и уверенно ее реализуем. 12 лет назад наш спортивный клуб начинал с небольшой команды Московского государственного университета, которая играла в мини-футбол. Сегодня в нашем клубе более сотни команд, и мы проводим не только внутренние, но и международные турниры. Я бы очень хотел, чтобы те футболисты нашей сборной, которые на чемпионате Европы сегодня выйдут играть против сборной Англии, присмотрелись к нашим футболистам, которые за эти 12 лет прошли великолепный путь. Мы пробились в высшую лигу, мы стали ведущей командой Суперлиги, мы вошли в пятерку лучших команд Суперлиги России, которые вместе с Бразилией и Испанией представляют лучший мини-футбол, который есть на нашей планете. Наша юношеская команда моложе 23 лет стала в этом году чемпионом страны и завоевала золотые медали. Мы стали и выиграли Кубок Москвы. Я благодарю всех вас, ибо вы вместе формировали нашу сборную, вы вместе показывали спортивный дух и товарищество, вы достигли лучших результатов в стране. Давайте поаплодируем всем нашим чемпионам. В нашем клубе великолепная команда фигуристов. Мы давали отчетные концерты на Красной площади и в лучших спортивных залах Ленинграда, Санкт-Петербурга. Недавно наши гимнасты выступали на фестивале Алины Кабаевой, где 7 тысяч детей собралось и видели лучшие представления классной гимнастической школы, которой гордится наша страна. Наши силачи побеждали в этом году на крупнейших международных турнирах. Марианна Наумова занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая юная и самая сильная девочка планеты. Я хочу, чтобы вы сегодня на этом первенстве талантов России продемонстрировали прежде всего свое мастерство, чувство достоинства и товарищества. Мы сейчас проводим фестиваль «Дети, таланты» и поддерживаем детей Донбасса. Мы в прошлом году приняли 1000 детей Донбасса, оказали им реальную помощь. В этом году примем 1500. Я вчера встречался с детьми, которые тоже играли в футбол, которые посещали Кремль, которые побывали в храме Христа Спасителя. Они благодарили ваших футболистов, с вас они берут пример и благодарят за то, что каждый из вас оказывает посильную помощь. Мы детям Донбасса отправили 50 конвоев с лекарствами, помощью, спортивным инвентарем, все, что необходимо для нормального и достойного детства. Я от души вас поздравляю с открытием нашего спортивного праздника и надеюсь, что юные футболисты, которые подрастают в каждом регионе, а здесь представлено 26 регионов нашей страны, продемонстрируют свое мастерство и передадут его в школы, детские сады, и наши футболисты достойно подготовятся к первенству мира, которое пройдет в Российской Федерации. Я хотел, чтобы вы играли достойно, мастерски, честно, но одновременно испытывали чувство глубокого уважения друг к другу и чувство товарищества. У нас партия народа и для народа и партия товарищей. Турнир «Таланты России» по мини-футболу объявляю открытым.